Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, обсуждаемым в нашем обществе. Мы все с вами требуем от государства должных условий – социальных, культурных, экономических, политических и так далее. И имеем на это право, скажете вы. Так-то оно так, но задумываемся ли мы с вами, друзья, о том, являемся ли мы ответственными гражданами этой страны и приносим ли мы ей пользу? Понимаем ли мы, что наши действия и решения имеют последствия, и мы за них отвечаем? Уважаем ли мы права и мнения других людей, даже если они не совпадают с нашими собственными? Знаем ли мы законы этой страны и выполняем ли мы их? Ну, в общем-то, обо всем этом, друзья, мы будем говорить сегодня сквозь призму взгляда одного человека на то, что происходит вокруг нас в нашем обществе. Если заинтриговали, то оставайтесь с нами. Ну и для начала, конечно же, ставьте лайки, если наши дискуссии вам нравятся, и, безусловно, подпишитесь на наш канал на YouTube Gagos Media. Поделитесь с друзьями, и пусть людей, которые следят за нашими дискуссиями, будет больше. Мы есть во всех социальных сетях. Скоро в студии начинаем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей студии журналист, писатель Ната Чеботарь. Ната Чеботарь, журналист, писатель. Окончила факультет журналистики Молдавского государственного университета. Первый гагаузский блогер, более 10 лет, вела популярные каналы «Дневник фрилансера» и «Гагаузские истории» на Яндекс.Зен, география просмотров которых охватывала не только страны постсоветского пространства, но и разные страны мира, включая США, Канаду и Австралию, а число уникальных кликов превышало 2,5 миллиона. Около 20 лет была главным редактором Чедерлунской районной газеты «Знамя». В качестве внештатного автора сотрудничала со многими известными республиканскими и региональными изданиями, такими как «Вести Гагаузии», «Ньюсмейкер», «Лав МД», «Зиарол Дигарды», «Молдова Либера» и другими. Автор новелл, рассказов и коротких повестей, опубликованных на международном литературном ресурсе «Подлинник». Издала 3 сборника собственных публицистических материалов под названием «Мы, гагаузы. Непридуманные истории» и «Современники», посвященные культуре, обычаям и традициям гагаузов, а также известным людям Гагаузии. Ната, здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, рада вас видеть. Ната, биографические данные позволяют заключить, что вы очень востребованный журналист. А как журналистика пришла в вашу жизнь? Почему вы решили, что именно в этой отрасли будете развивать и проявлять себя? Я сейчас всех удивлю и скажу, что это была большая ошибка. Это было Вот недоразумение. Да. Выбрать путь журналистики? Да. Это было импульсное решение. Я в 96-м году поехала поступать, и приемная комиссия располагалась в, по-моему, литературном корпусе госуниверситета. И там рядышком были 2 двери. Одна на журналистику, а одна на филфак, на ИНЯС, по-моему. И я подумала, что писать я и так умею, что я хочу сделать в этой жизни, что я хочу после себя оставить. Наверное, я была тогда слишком восторженной, наверное, какая-то слишком верящая в то, что журналистика может что-то изменить. Я подумала, что если я пойду в журналистику, то я поступлю верно. Кстати, да, я даже сейчас ошиблась, это был не филфак, а психология. Я себя довольно неуютно здесь чувствую, потому что я человек абсолютно не камерный, не ютубный, не телевизионный, я человек букв, и, может быть, я сейчас буду в каких-то местах говорить что-то.
Но мы именно за это Зато- хотим вам сказать спасибо, потому что я для наших зрителей, наверное, должна сказать, мы долго уговаривали НАТО принять наше предложение прийти в студию единомышленников, ну, потому что бывают такие ситуации, когда человек очень открыто пишет свои мысли, но считает себя не человеком для экранов, для Ну да, я не человек. камер. Интроверт. Но я это- очень интровертный человек. Я настолько интровертный человек, что я с друзьями, с родственниками могу не встречаться год, живя в одном городе. И для них это уже не секрет, не что-то такое. То есть я настолько интровертный человек, что вместо того, чтобы позвонить, мне легче человеку написать. Но смотрите, Наталья, всегда какие-то действия наши являются примером, либо, я не знаю, поводом для того, чтобы кому-то над этим еще поразмышлять. Вдруг сейчас люди, которые, ну, такие же интроверты, как вы, скажут: а вот, принято такое решение, и человек делится своими мыслями. Меня зацепило, как журналиста, ваша мысль о том, что тогда вы верили в то, что через журналистику можно помочь что-то изменить в этой стране. А вы считаете, что журналистика не стала и не является четвертой властью в Молдове? Ну, во всяком случае, я этот энтузиазм потеряла. Я работала в гагаузской журналистике при всех башканах, начиная с табунщика. Мне есть с чем сравнить. К сожалению, я не могу сказать, что что-то менялось от года к году к лучшему. При втором сроке предыдущего башкана мы откатились вообще в каменный век в плане того, что журналистика может считаться четвертой властью, что-то решать, на что-то влиять. Мне кажется, что, ну, в том числе это была причина, почему я вообще решила завязать журналистикой и заняться просто писательством или блогерством. Ну, а еще лучше я бы хотела заняться психологией, до которой у меня так и не доходят руки, потому что, хотя я полгода назад уже официально заявила в своем профиле, что я ухожу из журналистики, я не могу перестать это делать, потому что мне не все равно. Ну, в смысле, я не делаю это для какого-то конкретного издания, как это было раньше, я пишу это в своем профиле. Считаю это сейчас большим своим преимуществом, потому что все-таки, если бы я была членом какого-то редакционного коллектива, мне бы пришлось нести гораздо больше не то что ответственности, а накладывать на себя самоцензуру, потому что, ну, не всегда, допустим, мнение, допустим, автора коррелирует с мнением редакционной коллегии, хотя, конечно, когда такое происходило, я сразу уходила, я всегда уходила оттуда, где начинало быть что-то некомфортно в плане честности перед самой собой. А что, простите, было не так во время второго срока башканства Ирины Влаховой, упомянули? Наверное, многие И вообще журналисты... экскурс, если можно, перебила, извините, вот не только об Ирине Влах, но чтобы не сложилось такого. Вот вы работаете, как вы сами сказали, еще со времен правления автономии. Работала. Работали, да, Георгием Табунщиком. Вот что было у каждого башкана по отношению к СМИ? Если говорить о газете «Знамя», а вот только о ней, наверное, могу говорить вообще с закрытыми глазами, разбуди меня ночью, спроси. То есть как бы это было то детище, которое мы уже вытаскивали, наверное, с самого дна, когда я стала редактором, потому что она уже теряла подписку, она уже становилась, мне казалось тогда, что она становится не такой интересной. Она всегда была газетой власти, да. Да, так было. И в какой-то мере я думаю, что это и оправдывало и нас как коллектив, но не то, что оправдывало, это давало нам возможность как-то себя ощущать, как бы подобрать это слово покорректнее. То есть так Может должно быть, быть? извинить себя за то, что мы это делаем, потому что Чедерлунга и вся Гагаузия настолько маленькие, что ты можешь остаться без работы, и ты больше ее не найдешь нигде. То есть, если ты работаешь в этой газете, ты понимаешь, что что-то из того, что происходит во власти, тебя не устраивает, ты понимаешь, что ты об этом писать не можешь, ты можешь сделать вот так, как делала я не знаю, если собрать в моих трудовых записях, в трудовой книжке записи о моем увольнении и возвращении, это будет целая эпопея. То есть много раз это было? Это было очень много раз, тем не менее, я никогда не уходила навсегда, то есть мы всегда делали какую-то
как бы перестановку, то есть кто-то исполнял обязанности, потому что я не хотела нести ответственность, допустим, за эту газету, но все равно я занималась тем, что мы старались ее сделать интересной, близкой к людям. В какой-то момент, ну, если говорить о том, что было при Табунчике, нам нельзя было писать ничего против коммунистов. Ну, это естественно, потому что тогда была их власть. То есть когда-то случился такой интересный казус. Редактор, которого нам назначили, он вообще ничего не имел общего с журналистикой. Кстати, это история для газеты «Знамя» до меня и после меня, вот в этих промежутках, она всегда одинаковая. То есть там всегда назначали людей, которые в принципе не имели отношения к журналистике. И то, что они называли журналистикой, я не могла назвать журналистикой, с этим постоянно приходилось спорить, что-то доказывать, и получать чаще всего тебе какое дело. Типа получаешь зарплату, сиди, вот есть работа, радуйся. Конечно. При Табунчике случился казус, когда у нас был редактор, он уже покойный, как бы мы потом подружились, конечно, но сначала все было очень сложно, Константин Иванович. Он как-то проморгал, что я все-таки свой текст, в котором раскритиковала очередной какой-то, да не помню, уже 20 лет назад это было, да, очень давно. То есть у нас идет первая полоса, вторая полоса, третья полоса, коммунисты молодцы, все хорошо, и там где-то на четвертой идет полполосы чеботарь, которая просто какую-то из, я уже не помню, что это было. Может быть, какая-то новость, как обычно в моем стиле, я прокомментировала или что. Но это было в пух и в прах разнесено. Звонила мне потом Голобородько, я не помню, как ее зовут. Она тогда небесная, да, это была пресс-служба, глава пресс-службы. Она курировала газету «Знамя», естественно. Влетела мне, влетела Константину Ивановичу. Я сказала, что ну, мы называем вещи своими именами. То есть, если мы критикуем, значит... Этого вы сейчас заслужили в данный момент. А что за наказание заслуживал журналист от власти, которая написала статью против власти? Ну, что я вам скажу, у меня был выговор. Вот. Я не помню, с занесением или не занесением, но ругали на меня. Как это звучит? Да, так это звучало тогда, поэтому я просто сейчас не помню, занесением в личное дело или не занесением в личное дело. Это были такие инструменты, когда ты просто должен бояться потерять работу, что, еще раз повторяю, для Чедерлунги это действительно большая проблема. И для всей Гагаузии тоже. Но мне кажется, что если бы у нас была журналистика именно такой, когда журналист всегда имел бы право писать то, что он видит, то, что есть на самом деле, жизнь в стране всегда была бы другой. То есть, если СМИ рисуют какую-то другую картинку, иную, чем существует в реальности, то это вводит в заблуждение людей. Это все-таки и СМИ работает... Но потом появились другие времена, когда уже можно было, когда мы много знали о свободе слова, когда... Во времена Башканства Формузала, конечно, я почувствовала большое облегчение по сравнению с тем, что было при Табунчике. Но мы все равно никуда не отошли в этой газете от того, что вот есть... власть. Люди и темы, которые могут быть в газете, а есть люди и темы, которых не может быть. Единственное, что было мне, например, легко, это я все равно делала то, что считаю нужным. Мне и за это влетало. Я не помню, сколько раз увольнялась и при Формузале тоже. То есть для меня это был такой... Ну, последний шаг, да, потому что я понимаю, что я не могу доказать. Допустим, есть учредитель, у которого свое видение, но тогда они нас еще и содержали. То есть газета была на бюджете. Учредителем всегда была районная администрация, она подчинялась исполкому. Как бы там всегда были люди, которые эту газету курировали. А как это, извините, как удавалось власти дать журналистам указания, что вот об этих людях писать нельзя, об этом писать нельзя? Ну, понимаете, Екатерина Федоровна, негласно, наверное, да? Гласно, негласно, все понималось. То есть, если ты смотришь передачу, ты видишь, что Башкан в конфронтации с кем-то, ты понимаешь, что, скорее всего, об этом тебе писать не надо. И, скорее всего, этого человека приглашать не надо. То есть, это ничего нового. Это на уровне самоцензуры, опять же? Но это на уровне самоцензуры всего коллектива, потому что если, допустим, я как редактор понимаю, что я эту тему пропущу, и вернее, я эту тему зарублю, а мой корреспондент эту тему делает, то он просто зря теряет время, потому что я неэффективно использую его труд, и он впустую сделает то, что не пойдет в печать. И вы как редактор должны сказать журналисту, не пиши об этом, потому что нас не Да, бывают же планерки, бывают же разборы тем, то есть, что я хочу сказать, ничего нового в этом плане
нет, потому что так было всегда. И у нас в уставе было прописано, я не знаю, как у них изменился устав или нет, но то есть то, что исполком или любой контролирующий орган, который имеет отношение к учредительству, он имеет право влиять на редакционную политику. Но бог с ним, мы и с этим как бы... Не то, что смирились, потому что нужна была работа. Но я решила тогда, что мы можем привлечь других читателей, если мы не будем, допустим, публиковать только то, что интересно сторонникам Башкана. Так, кстати, было и при Формазале, и при Влах. При Гуцулу я уже там, слава богу, не работала. Но у учредителей была другая позиция. Они считали, что вот если мы будем толкать только нашу идею, значит, у нас будет больше и больше и больше адептов. И я всегда говорила, ну это в корне неверно, потому что газеты выписывают и те, кто любят Формазала, и те, кто не любят Формазала, и те, кто любят Влах, и те, кто не любят Влах, и те, кто за Воронина, Додона, и те, кто категорически против. Мы должны каждому из этих людей Преподнести дать информацию. тот материал, тот продукт, который они захотят потребить, поскольку они платят, газеты существуют... Выписывают ее. Да, с 2011 года по Подписывают. подписке, то есть исключительно у нас уже после того, как вступил в силу закон о Как раз разгосударствовании хотела СМИ, сказать, да. мы же не получали денег вообще из А бюджета. так как же тогда учредитель влиял Ну вот, на объясните, издательскую я не политику, знаю, если вот из так. бюджета еще их не финансируют? Вы не досказали, а что же при Влах было? Это, мне кажется, интересно нашим зрителям. И Ну, мне, при Влах собственно как говоря. раз не было вообще никаких указаний, что делать, что не делать. Но ты где-то внутренне, где-то за гривком своим кожей ощущал, что вот если ты наблюдаешь все их заседания исполкомов, наблюдаешь заседания их, когда у них перепалки с Народным собранием, наблюдаешь ее выступления, когда она была в составе правительства, наблюдаешь вообще все высказывания, ты просто ощущаешь кожей, мы не тупые, правда? Мы же понимаем, нам не обязательно сказать, что вот это не понравится Ирине Федоровне, и поэтому вы об этом не пишите. Мы это понимали, просто не хотелось обострять, и я себе дала такое слово, что я вообще не буду писать о политике. Вот период Влах для меня лично характеризовался тем, что я перестала абсолютно вообще писать что-либо в газете о политике, и это было даже мое условие, когда... Мое условие, это звучит, но это так, когда я возвращалась уже при Влах, ушла при Формазале, возвращалась при Влах, я сказала, я буду заниматься социалкой, культурой, я буду писать свои очерки, истории, и вы никогда не заставите меня писать что-то о политике. И вот мы на этом сошлись. Да, но вы работали и в «Вестях» Гагаузии. Ой, это было в самом начале, когда еще был Владимир Дмитриевич, по-моему. Маринов. Да. Но это было в самом начале, буквально в тот же период. Почему я задаю этот вопрос? То есть «Вести Гагаузии» и «Знамя». И там учредители были представители власти, и региональная власть на определенном этапе финансировала, ну а потом, после того закона, который вы упомянули, разгосударствление СМИ произошло, а до «Вестей Гагаузии» оно долго не доходило, потому что Народное собрание еще финансировало эту газету определенное время. Не знаем, правда, сейчас, что с этой газетой. И чем отличалась редакционная политика «Вестей Гагаузии» и «Знамя»? Очень коротко. Мне кажется, это очень важно, вот такой взгляд во вчера. Я не знаю, чем отличалась. Мы, как правило, свое видение происходящего в Гагаузии формировали внутри редакции. То есть у нас не было такого сообщения между редакциями, и вообще, в принципе, у меня сложилось какое-то впечатление, что вот все журналисты, где бы они ни работали, они вообще ничего не знают о том, что делают другие журналисты. Во всяком случае, поработав почти 20, около 20 лет в Чедерлунге, в Гагаузии, потом поработав в кишиневских редакциях, я поняла, что кишиневские журналисты плохо знают Гагаузию до сих пор, плохо знают проблемы Гагаузии до сих пор. То есть у них есть какое-то свое видение, которое они, возможно, считают правильным, и иногда это не так. Но что отличало «Знамя» от «Вестей Гагаузии? Я всегда считала, что наша газета лучше. Наша, это вы про «Знамя». Конечно.
Ната, вы говорите о том, что когда вы вернулись и стали работать вновь в газете, вы стали писать больше какие-то очерки, статьи, заметки, и в них вы раскрывали вопросы, касающиеся истории, традиций гагаузского народа. Вы писали о некоторых личностях известных региона. И впоследствии у вас вышли в свет 3 книги, в которых как раз-таки разместились те статьи, которые были вами написаны, наверное, за 20 или больше чуть меньше, лет, наверное, да? около 15, Или чуть меньше. Потому что последние годы я занималась другой работой. Вот к вам такой вопрос. Когда вы начинали писать такого рода статьи, у вас уже был какой-то стратегический план, какое-то стратегическое решение, что эти все ваши очерки войдут в какую-то книгу, или это решение вы приняли позже? Если да, то почему? Это было тоже очень не то, что не от меня зависящее решение, но можно где-то сказать и так. Простите. У меня было очень много подписчиков в соцсетях и подписчиков тех каналов, которые я впоследствии удалила. И у меня была возможность с ними общаться напрямую, то есть они подписывались и писали свои сообщения мне на почту. И после того, как я удалила первый блог на WordPress, начали многие люди писать, что мы потеряли вас, где вас можно прочитать, где ваши вообще рассказы, куда вы делись. И тогда они впервые начали говорить о том, что это было бы вообще неплохо собрать в книжку. И не сразу я за эту мысль зацепилась, я думала, что я все-таки останусь на территории блогерства. Рассказы о Чедерлунге, о гагаузах, я говорю, в какой-то момент я копошилась в подшивках в газете «Знамя», я увидела, что первый мой рассказ вышел в 2004 году, то есть в прошлом году было 20 лет. Как раз именно такой историографический очерк о том месте, где я родилась, где жила, это все связано с местной культурой, с местными теми даже какими-то местами, которых уже сейчас нет в Чедерлунге. Мне показалось, что это настолько интересно и безумно... Это интересно. Это очень интересно, особенно ввиду того, что из Чедерлунги уехало очень много людей. То есть, когда распался СССР, люди, которые фактически строили Чедерлунгу, они все постарались уехать, и все, что сейчас они... сейчас уже есть много ресурсов. Все, что тогда они начали читать в моих рассказах, это было про них, про их детство, про их мам, про их пап, про Чедерлунгу, и просили просто больше, больше, больше. Но потом уже я втянулась, как говорится. И в общем, смотрите, я сейчас, пока Ната очень увлекательно рассказывает, и я пролистала, и вот для наших, если оператор мне готов помочь, вот я ж не знала, что у нас был с Геря журналист, о котором написала Наталья, журналист, краевед, исследователь. И, в общем-то, друзья, гагаузы, когда мы говорим о том, что можно что-то делать, вот делать и действительно приносить пользу и оставлять какой-то след в истории о тех людях, которые были, жили, делали, прославляли, и это были наши гагаузы. Когда мы говорим о патриотизме, вот патриотизм, на мой взгляд, вот за этими 3 как минимум, сегодня у нас в студии есть, с 3 как минимум книгами, которые вот есть в наших руках. Мы сделаем небольшую рекламу Натальи. Спасибо. Мы не знаем, где их можно приобрести. Это плохо, что где их можно приобрести, нельзя нигде приобрести. Вот, они выходили в ориентир «Тиражом», насколько я поняла. Да, они были Но одним словом, теперь мы знаем, что есть 3 такие книги, которые написала и издала вот эта замечательная женщина-журналист, которая они у нас есть сегодня в студии. в нескольких библиотеках. То есть в городскую, в Чедерлунгу я точно подарила, сама знаю. Библиотека Камрата приобрела первые 2, по-моему, выпуска или 3, я не помню. Сбилась с мысли. Я решила, знаете, что меня увлекло больше? О том, что о гагаузах на самом деле очень мало знают. Очень мало. Вот даже берем прошлый год, когда я работала в Молдова Либера. Я очень любила вот ту команду, в которой я начинала работать. И у нас там было вообще, тоже что-то вроде маленького клуба единомышленников. И вот когда мы продумывали, какие лонгриды писать, я чаще всего там писала именно лонгриды и старалась побольше туда привлечь тем о Гагаузии, да. Потому что для меня это, какая-то одна из целей жизни, да, чтобы о гагаузах узнали больше, чтобы о них знали везде. То есть я вот сейчас скачу с мысли на мысли, потому что мыслей очень много.
упрекают в том, что я пишу на русском, и для меня это тоже как бы всегда у меня готов ответ. То есть если бы я не писала на русском, столько людей, у меня не было бы 2,5 миллионов читателей. То есть это статистика, не которую я придумывала, это статистика, которую ввели сайты, которые мне просто показывали. То есть интерес к гагаузам, он есть. И он не начался с Ирины Влах, как у нас сейчас. Вот часто, ну не сейчас, во всяком случае, в ее период правления, вот эти ее туры, познакомься с гагаузами. О гагаузах знали до нее. О гагаузах знали, ну, конечно, и до Формузала. Но что отличает этих двух людей? По крайней мере, у него было достолько приличия, порядочности, какой-то человеческой, и не говорить, что благодаря мне мир узнал о гагаузах. То, что мне всегда, меня вот коробит, когда, допустим, наш бывший башкан говорит, что вот они начали ездить по Молдове и о гагаузах узнали. Но это ерунда какая. У нас существовали книги, которые издавались еще в 60-х годах, 80-х. Ну, да, и целая плеяда гагаузов, которая тоже писала о гагаузах. Конечно, да, и Машков, который писал об этом еще вперед. Естественно, и вот это все меня увлекла идея писать о людях, о которых меньше всего знают, о которых вообще не знают. Вот, например, о Леониде Сгере, то есть, или вот о нашем Михаиле Червине, который он проработал практически полвека в газете «Знамя». Он до этого еще работал в советской прессе, которая относилась к Кишиневу. То есть, а люди о них не знают. А вот такие вот... Сгеря был энтузиаст вообще, просто он собирал по крупицам все вот эти вот музейные экспонатики, создал какой-то свой краеведческий музей, очень много фотографий он мне подарил, которые вошли впоследствии в эти книги, и очень много интересных историй рассказал, но, к сожалению, молодежь современная не знает эти имена, и я вот подумала, что ну, это будет хотя бы какой-то повод для современников узнать о тех, кому сейчас не... В общем-то, это бесценно, безусловно. А блогерство как появилось такое желание заниматься блогерством? Плюс ко всему в книгах этих, да и вообще, мне очень нравится, когда я читаю вашу страничку в Facebook, как минимум, мне очень нравится видеть очень интересную подачу мыслей, интересно описанные блюда национальные гагаузские. Потому что я человек букв, а не видео, потому что я могу вкусно писать. Как хорошо, что у нас есть человеки букв. Да, говорили, что ты можешь написать простой какой-нибудь, не знаю, пите так, что прям читаешь и ощущаешь, вот как она сейчас на сковородке вот запекается и как она пахнет. Да, а для чего вам нужно вот это вот, да, рецепты, гагаузские блюда, вот что это вам дает, как это? Счастье. Просто, да. Я в какой-то момент разрешила себе просто от всего, что я делаю, испытывать счастье, либо делать только то, от чего я испытываю счастье. Поэтому я ушла из журналистики и сейчас делаю то, что... Да. Кстати, она спросила вас про блогерство. А вас вообще говорят как о первом гагаузском блогере? Ну, это так и было, но, к сожалению, я... была тогда недостаточно осознанным человеком, и я была человеком, который очень зависел от своего уязвленного эго. То есть, когда у меня начали воровать рассказы вместе с фотографиями, это для меня было очень трепетно, потому что в основном где-то 80% фотографий, которые изначально я сопровождала, с которыми свои тексты, это были фотографии нашей семьи, родни, бабушки, лёлик, двоюродных лёлик. Вот, то есть это была семья. И я каждую фотографию сознательно подписывала поименно, кто это. И я хотела, что когда не будет меня, когда не будет этого поколения, люди, глядя на эти фотографии, знали, как зовут этих людей, кто это. Потому что вот есть в Фейсбуке Семен Стематов, по-моему, я с ним лично не знакома, но он раскрашивает старые фотографии. А я когда смотрю на них, мне хочется знать, как зовут этих людей. Вот как зовут этого мальчика, как зовут эту девушку. Вот. И какой год это, да? Да, и какой год. Поэтому я делала так. У меня вот импульсное желание, я часто делаю что-то импульсно, импульсное желание удалить свой блог, самый первый, возникло после того, как раз я за этим не следила, но мои кишиневские друзья прислали мне 2 текста, и вот мой друг Денис говорит: Над, ну смотри, вот у тебя просто тупо... Я не хочу употреблять слово, потому что я это тоже могу и люблю, и употребляю. У тебя слямзили текст, и это уже не первый раз.
То есть тебе вообще все равно, мне не все равно. Ну хотя бы о Ссылку том, что дайте. гиперссылка активная на источник должна быть, это уже, то есть мы это не обсуждаем. Фотографии, фотографии из моей семьи появились личный в архив, книгах да? наших именитых людей, которых не хочу называть по имени, и у них подписано из рабочего архива. Почему? Чьего рабочего архива? Человека, который издал эту книгу. Это фотография, которая у меня дома. Каждый человек на ней подписан, и где бы вы ее не скопировали в интернете, это не называется из рабочего архива. Я так могу понакачать фотографии откуда угодно и сказать, что это мой рабочий архив, я его сама собрала, это был мой великий труд. Но, в общем, я посмотрела эти два текста, я не помню, что это был за текст. Это И был вы то ли... удалили блог? Это не вся история. То ли был Касым, то ли был Хидерлес. А чтобы вы понимали, к тому моменту, когда я начала заниматься блогингом, я делала очень большую и неинтересную работу на самом деле. То есть я ходила в библиотеку, я брала вот те труды, которые печатал НИЦ вот когда-то давно или... НИЦ — это научный центр По-моему, не Гагаузии. было тогда научного центра еще. Он открылся в 2007-2008. Нет, вот это были какие-то библиотечные труды, наверное, кишиневские издательства их издавали, даже Мултпресса или я не знаю, какие издательства занимались научными изданиями. Вот я брала какую-то скучную книгу и рассказывала ее человеческим языком. Да, что-то такое. Был отдел Гагаузоведения, возможно, да. Наверное. Да. Потому что для меня, я начала сначала для себя интересоваться этой темой, мне стало очень интересно, я их читала, и я каждый раз сокрушалась тем, что, Господи, ну кто это будет читать, научный кто язык, это будет читать? Да, который... это тяжело, это несъедобен, скучно, да? это несъедобно, это невозможно, и я хотела сделать так, чтобы людям стало интересно. Первая цель моя была сделать так, чтобы людям захотелось хотя бы. Знаете, есть вот психолог Николай Козлов, у него есть вообще потрясающая фраза «захоти захотеть». Ага. Это очень важно, потому что перед тем, как ты захочешь что-то сделать, ты сначала захоти это сделать. Это про желание Это из глубин вообще души? про все, про работу, про отношения, про что угодно. То есть даже если мы будем говорить сейчас о наших оппонентах и о том, что, допустим, кто-то кого-то не понимает, а ты сначала захотеть его понять. И после этого мы можем говорить о чем-то. Какая сложная конструкция. Нет, кажется, очень нет? простая. Ну, смотрите, вот я вам сейчас Разложите говорю, эту выпейте, простоту. пожалуйста, чай, вы говорите, не хочу. А я вам говорю, ну, захотеть его выпить, захотеть. Уже захотела. Угощаю. Чудесно. Облепиховый чай, и мы тут, с конечно, удовольствием. сделаем небольшую паузу. Я сообщу нашим зрителям, которые сейчас смотрят Гагауз Медиа, единомышленники, проект «Мы здесь». И знаете, почему сегодня гость нашей студии Ната Чеботарь? Потому что это было одно из, даже не одно, а два предложения мы получили от зрителей нашего проекта, которые очень просили пригласить в студию Нату Чеботарь. Вот мы сделали. Поэтому, если беседа эта интересна большему числу людей, и хотите поделиться с друзьями, поделитесь, пожалуйста, пусть нас, единомышленников, которые в Молдове следят за дискуссиями интересных людей. Говорим мы о важном и о том, что интересно нашему обществу. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, ставьте лайки, мы продолжаем. И... Хотите, расскажу, чем закончилась история, почему удалила блог? Безусловно. Ну, в общем, когда мы сравнили, я не сравнивала, и мне Денис говорит, Ната, это один в один просто списано, один в один. Я смотрю на источник, это... Удивитесь, угадаете? Нет. Нет. Это опубликовано было на странице управления культуры, Главного управления культуры Гагаузии. И я думаю, я буду не я, если я не спрошу вообще, как это получилось. Я пишу туда, узнаю телефон, нахожу человека, который в тот момент занимался вот то ли этой страницей, то ли, я не знаю, какую-то, не хочу называть опять же его имя, потому что все они себя прекрасно узнают, все, о ком я сегодня буду говорить, не называя имен, все в себя узнают в своих историях. Да. И мы ведем с ним переписку. Я спросила, где вы взяли этот текст? Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, а я его нашел на полке, он был распечатан и лежал, и я его просто взял и опубликовал. Ну, в смысле, на полке же он как-то появился, это надо это иметь абсолютное... Какой хороший довод.
Да, но там не было ни имени, ни фамилии, ничего. И то есть я говорю, ну вы же понимаете, что если этот текст вам попался, как минимум кто-то его для вас сделал, как минимум кто-то над ним работал. А вы хотели, чтобы он искал, кто автор этих слов? Ну, Просто готовая интересная статья. Человек взял и опубликовал. Я Наталья, полагаю, легко и что просто. когда мы говорим об управлении культурой или об управлении образования или Это о других должен быть любых... уровень, да? Да, первоисточник это должно быть обязательно, ссылка на автора фото должно быть обязательно. Но если мы уважаем права людей, Конечно, но и если дело мы в том, уважаем что себя. в Молдове дело в том, что в тот период, когда возник этот конфликт, вообще не было никакого механизма защиты авторских прав. Я не знаю, куда это продвинулось сегодня, потому что не интересовалась. Я решила, что вот просто так это больше делать никто не будет. И ты просто закрыл это. Ну, чуточку продвинулась, потому что в Молдове есть агентства, которые Ну, сейчас, да, не знаю. в которые можно обратиться, если вдруг ваши права зарегистрированы, как положено по законодательству, и вдруг их кто-то нарушил. Да, это могут делать и музыканты, и писатели, и много-много других людей, которые имеют какое-то изобретение, да, и его кто-то Да, эти книги попытался зарегистрированы, естественно. своровать. Или, как и вы сказали, слямзить. слямзить, скажем так, да. Да, ну а мы подошли к моменту, замечательному моменту. Нам с Леной Федоровной, во всяком случае, эта рубрика нравится, и она нравится некоторым нашим читателям, зрителям, которые тоже об этом пишут. Люди говорят, что? Люди говорят, что... Люди говорят, что Гагаузия – коммерческий проект политических дельцов. Знаете, я вообще не хотела бы говорить о том, какой проект Гагаузия, потому что для меня он не связан ни с политикой, ни с экономикой. Для меня Гагаузия – это что-то, что обязано защищать свою культуру, язык, традиции и все. То есть это, наверное, вот первая причина, почему начали появляться эти статьи, а потом эти книжки, чтобы просто народ Гагаузии понимал, кто он есть, откуда он пришел, куда он идет, как минимум. Я не политический экономист, не аналитик, я даже не собираюсь в это лезть, то есть я хорошо делаю то, в чем разбираюсь. В этом вопросе я как бы не беру на себя какую-то миссию что-то оценивать, тем более о том, что говорят люди. Ну пусть говорят, какая разница. То есть кто-то просто говорит, кто-то что-то делает. Вот, например, вы делаете свою работу, я делаю то, что я считаю нужным. То, как у нас работает, допустим, нынешняя исполнительная законодательная власть, это другой разговор, то есть, ну, тоже я не эксперт, чтобы их оценивать, как бы. Для меня Гагаузия – это моя родина прежде всего, я не знаю, для кого это проект. Какой вы сказали проект? Коммерческих дельцов. Коммерческих дельцов, ну окей, для Шора может быть так, для того, кто сейчас сидит в исполкоме, может быть так, для какого-то определенной части депутатов Народного собрания нынешнего созыва может быть так. Я думаю, что для людей, которые здесь родились и которые, ну, кстати, немаловажно, что молодых людей в этом плане становится все больше и больше по сравнению с прошлым, которые считают, что вот Гагаузия – это моя родина, я хочу, чтобы моя родина процветала, развивалась, жила, и чтобы она, как сказать, не ассимилировалась, чтобы мы не пропали, чтобы мы не растворились в другом народе. Для меня, мне кажется, что это самое главное, то, что мы должны сейчас Приятная делать. новость о том, что молодых людей становится больше. Люди говорят, что живут бедно, поэтому и принимают помощь от Шора. Что я должна сказать? Я должна как-то их Скажите об этом оправдать что-нибудь. или- Как вы к этому относитесь? Вот бедные люди, поэтому неважно даже, кто дает деньги. Но в данном случае их дает им Шор. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, это вопрос настолько внутренней морали, что давать оценку даже, ну, даже некорректно с моей точки зрения, потому что я с этим никогда не соглашусь. А с другой стороны, я не могу, допустим, не то что осудить, а как-то сказать, что вы все такие плохие, потому что вы берете деньги. Если вы берете деньги не у кого-то, а у человека, который осужден, у человека, у которого есть реальный уголовный срок, у человека, который действительно доказано обманул, непорядочно поступил по отношению к вашей родине, к вашей стране, и вы считаете, что это нормально. И вот если эти люди этого не понимают, я не могу осудить того, что они не понимают. То есть вот уточнение, как вы относитесь к тому, что ну, если у человека вот нет денег, а ему они очень нужны, 2000 лей принять и погасить тарифы, услуги за газ, электричество, это что?
Ну, смотрите, Екатерина Федоровна, на самом деле, может быть, кто-то мог бы это оправдать, потому что, допустим, пенсии действительно маленькие, действительно людям не хватает, но опять же, это вопрос внутренней порядочности. Я не знаю, вот у меня мама 30 лет проработала в сфере образования дошкольного, она нянечка простой, у нее пенсия 200. Естественно, что вот без моей помощи, без помощи моей сестры, ей было бы очень сложно. Я полагаю, что есть немало людей, которые остались вообще без родственников ближайших, без детей. Или с низкой пенсией, да. И может быть для них это оправдание, но опять я всегда привожу, у нас бывают такие дискуссии нередко, и я всегда их спрашиваю, вот смотрите, вот считаете, что в Чедерлунге есть какой-то вор? Или в селе вашем, и вы знаете, что это вор, что он занимается нечестными делами. Он не относится к политике, вот просто в вашем населенном пункте, в городе или в селе есть какой-то вор. И вам так тяжело жить, вам нечего есть, вам нечем платить за услуги, и вы идете к этому вору и берете у него просто так ни за что деньги. Вы знаете, что это криминальный субъект. Вы это сделаете, вы же не пойдете и не сделаете. Тогда, а чем отличается вот вор, который сидит в Москве и присылает вам деньги в конверте, от того, который жил бы у вас в селе, и которому бы вы пошли домой, постучались в ворота и сказали, ну там, Феди, Вербана, там, які узле, или сколько там, 400. Гагуші дала фітчись. Амасора. Ната, люди говорят, что большинство депутатов Народного собрания Гагаузии продвигают не интересы автономии, а свои личные. Что скажете? Я не думаю, что это какие-то личные интересы, то, что это какие-то интересы группировок, которые, группировок опять больше криминалу, каких-то других политиков или политических сил, которых они представляют, вот их интересы, да. То, чтобы это были свои личные интересы, я не знаю, это, допустим, ты идешь в Народное собрание, чтобы что? Чтобы купить себе еще один автомобиль или построить себе еще один дом, я как бы плохо представляю, как это работает. То есть, а то, что они могут, допустим, в интересах тех или иных, в нашем контексте, например, пророссийских партий, да, действовать внутри Гагаузии и настраивать людей так, что вот нам нужно дружить с Россией, нам не нужна Европа, то, конечно, в этом плане заботы о Гагаузии нет вообще, потому что, где Россия, где Гагаузия. То есть я устала об этом говорить, я устала об этом писать, я 100 раз хотела перестать делать это, то есть писать и говорить, но потом понимаю, что если хотя бы даже 2, 3, 4, 5 человек не будут об этом говорить, и мы просто пустим все на самотек, и мы будем похожи на страусов, которые живут с головой в песке. Я так не хочу. И мне бы хотелось, чтобы наши депутаты, конечно, больше занимались нуждами региона, а не тем, как обеспечить кому-то, какому-то неизвестному... Политическое будущее, как минимум, да, кому-то, как стало ясно. Да. Люди говорят, что перед парламентскими выборами партии появляются как грибы после дождя. Ну да, Ваша конечно, мы же это видим. У нас появилось несколько интересных партий. Мне кажется, что лучше поумерить сейчас свое вот это вот, как бы сказать, словесный поток, потому что, например, партии, которые мы все прекрасно понимаем, о которых идет речь, что они могут принести опять-таки Гагаузии, когда попадут в парламент. Партия Ирины Вах, что может принести Гагаузии? Партия Николая Дудогла, если попадет в парламент, что они могут принести Гагаузии? То есть Гагаузии или стране в целом, если в парламенте... Меня не очень интересует сейчас то, что будет происходить в парламенте, потому что эти люди, они абсолютно не занимаются проблемами Гагаузии. То есть, если человек 8 лет отсидел в кресле Башкана, и потом создает свою партию, у которой бог знает какие интересы, которые вообще никак не имеют никакого отношения к Гагаузии, у меня вопрос, что она вообще делала 8 лет в кресле Башкана Гагаузии. Это был для нее трамплин в большую политику? Не знаю, Дудогла, простите, бесконечный кандидат в Башканы, то есть в какой-то момент можно было бы обидеться или почувствовать какое-то чувство собственного достоинства и больше не выдвигаться, потому что меня не выбирают, я, наверное, не нужен. Нет, идет, Но смотрите, человек имеет право создавать партию, люди имеют право создавать Конечно, партию. имеют. Вот они ее создали. Просто у вас нет веры в эти партии, правильно нет, понимаю? Нет. Люди говорят, что некоторые политики намеренно сеют вражду в обществе.
Я бы хотела сказать, что это не так, но я думаю, что это так, потому что когда у нас раздаются такие лозунги, что, опять же, не хочется называть имя, что мы с Россией только можем быть сильными, что мы пропадем именно почему-то без поддержки России и ничего не говорим про Евросоюз, хотя я не адвокат Евросоюза. Мне бы хотелось, чтобы люди больше думали все-таки о том, что они делают для Гагаузии. Я не знаю, может быть, знаете, в одном из комментариев меня назвали зацикленной на Гагаузии. Я сначала подумала, что это смешно, потом подумала, ну, может быть, и так. А может быть, это комплимент? Нет, это был определенно не комплимент, но я подумала, что хорошо, если хотя бы наберется здесь две сотни человек, зацикленных на Гагаузии, может быть, мы что-то когда-то сможем поменять. Ну, если бы в Народном собрании было бы хотя бы с десяток зацикленных, может быть, на Гагаузии, ну, у нас там возможно... единицы, я не знаю, даже вот Железоглы и Тарнавский, я еще других, как бы, правда, не знаю, кто у нас еще зациклен. Но... Честно говоря, плохо даже знаю сейчас состав НСГ, потому что последние годы... Почему вы плохо знаете состав НСГ? Вы журналисты, вы не всегда... хочу на них смотреть, потому что Facebook завел такую классную функцию воспоминания, и вот он периодически присылает публикации, которые были опубликованы год, 2, 3, 5 назад. Ну, да, да. И вот в последнее время у меня почему-то постоянно в этих меморис мелькают мои посты о Народном собрании. И вот они 13-й раз не избрали председателя. Или вот они топчутся над каким-то вопросом, который просто уже смешит всех. Или вот они там чуть ли не кидаются друг на друга, обзываются. То есть где-то последний пост был о том, что когда... Как это было? Я не помню, что-то такое, когда клоун заходит во дворец, он не становится королем, а дворец становится цирком. Это вот буквально вчера или пришло такое воспоминание. Я подумала, что все, в принципе, об этом Народном собрании, оно так и есть. И кроме того, что у нас сейчас клоун есть и в исполкоме, и то, что происходит, как бы иначе, чем цирком не назовешь, но это нам очень дорого стоит. То есть это нам репутационно стоит гораздо больше, чем Шорт тратит, причем не своих денег на подкуп бабушек. Скажем, откровенно наших. Люди говорят, что от их голоса ничего не зависит на выборах. И это такое устойчивое мнение очень-очень многих людей. Что вы об этом скажете, ваш взгляд? Мне сложно говорить о выборах, потому что... Выбор как таковой, выбор человека на выборах, он ничего не значит. Мы же имеем Народное собрание, которым, ну вот, нам кажется, что оно недееспособно очень многим, да? Да, я всегда удивлялась, почему избрали? эти люди выбрали таких депутатов, почему они не выбрали каких-то других депутатов. Я думаю, в людях больше разочарования из-за того, что вот тот выбор, который они делали до, действительно никаким переменам не привел. То есть, может, неумение понять, кто из претендентов, кого из себя представляет и кто на что способен? Может быть и так, потому что у нас, те встречи с кандидатами, которые были на моей памяти, или когда я была редактором и приносили нам свои программы, они ведь на чем были заточены? Они были: мы вам построим дороги, мы вам построим колодцы, мы вам проведем освещение. То есть это, в принципе, не совсем то, что должен делать депутат Народного собрания, потому что его задача заниматься законотворчеством. Да, ты должен какие-то разрабатывать инициативы, ты должен какие-то предлагать законы, которые будут в целом делать жизнь всех людей лучше. То есть если про те же дороги, чтобы это было про всех гагаузов, а не там про какой-то отдельно взятый Багурчи или Гайдар. А у нас нет. И кроме того, знаете, как Гагаузия все-таки настолько маленькая, что когда к тебе приходит депутат, который уже 110 лет был депутатом, и он приходит к тебе в 111 раз, то ты, скорее всего, его и выберешь, потому что скажешь, ну вот он же такой хороший, вот он уже... У него есть опыт работы. Да, у него есть опыт, да, конечно, он уже не первый год, а что эти новенькие, они ничего не знают. И, то есть это такое большое заблуждение у людей на самом деле. Во второй части передачи поговорим о том, почему эти ситуации происходят. Да, и у нас еще один вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что некоторые политики так часто меняют партии, что к ним не осталось доверия.
Ну, знаете, я бы тут только добавила, что некоторые политики могут вообще, в принципе, никаким партиям не принадлежать, и к ним тоже не будет доверия. То есть это зависит, опять же, от того, что из себя человек по сути представляет, что он сделал уже. То есть адекватные люди, мне кажется, должны судить по делам, по поступкам. То есть вот сколько, какой политик, да, чем занимаются вообще политики? Тоже придумывают законы, да, вот что он сделал за время своей политической карьеры, как это отразилось. А кому это интересно? Вот избирателю интересно, сколько он законов написал, сколько он идей хороших продвинул, какую пользу он принес. Какая у них вообще мотивация выбрать этого политика? Вот какая у избирателя должна быть мотивация? Вот именно об этом мы поговорим во второй части, давайте, потому что будем говорить во второй части передачи этого выпуска о том, что происходит в автономии, как мы к этому относимся и как на это все смотрит Наталья Чеботарь. Как вы поняли, друзья, Ната Чеботарь в студии, мы говорим о важном, интересном. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, делитесь с друзьями, смотрите нас во всех социальных сетях и, конечно, ставьте лайки. Это поможет нам расширить круг наших зрителей. Их должно быть больше, потому что Молдова нуждается в единомышленниках. И вторую часть дискуссии мы подумали, что мы посвятим вот именно тому, что происходит в автономии, почему и как, и ваш взгляд на это. Мы говорили в начале этого выпуска о том, что мы что-то требуем от государства, и мы хотим, чтобы государство нам представило очень много всяких возможностей для условно нормальной жизни. А что мы, граждане, даем этой стране, и что мы должны знать о том, что между государством и гражданами есть определенные взаимоотношения, и они в законе четко прописаны, и нам нужно для этого знать законы, для того, чтобы требовать от власти. Знать, какой должна быть власть, если я хочу жить так хорошо, как я хочу. То есть планку жизни государства ведь ставят не только представители власти, и даже не столько представители власти. То, каким будет государство, на самом деле решают люди. Давайте поговорим об этом. Что мы имеем в автономии? Мы имеем власть, которую избрали люди. Это так, действительно, да? И вы совсем... Нет. Почему нет? Вы меня провоцируете, потому что я уже это не раз озвучивала на своем профиле. Я не считаю, что это всенародно избранный Башкан. Я не считаю, и вы меня не убедите, и меня не убедит никто. Потому что 27 с чем-то тысяч – это не вся Гагаузия. Это просто избранный Башкан. Почему? Потому что ЦИК Гагаузии почему-то утвердил результаты этих выборов. И суд утвердил результаты. И суд утвердил. Да. И почему-то ни один из конкурентов, которые возмущались, не пошли подавать протест. Почему-то никто не возмутился тем, что вот no name, человек, которого никто не знает, стал у нас главой региона. За какие заслуги? То есть хотя бы человек должен был что-то сделать для того, чтобы какой-то кредит доверия, какой-то аванс, бог мой, ладно, не кредит, хоть что-то, хоть какую-то причину. Но это вот ваш взгляд и Да, ваша это моя такая позиция, оценка этого. это моя позиция. Но по сути есть решение суда, Да, пусть. назначен Башкан. И я в этой студии тоже не раз говорила, я этого Башкана не избирала. Но я прекрасно понимаю, что это и есть Башкан Гагаузии. Ну, так решили люди, да, к сожалению. Да, Да. и Продолжите, Даля. вы действительно в социальных сетях часто критикуете существующую власть, Гуцул, ее команду. Критикуете не только вы, критикуют и другие жители автономии, эксперты, аналитики. Но она уже 1,5 года у власти в автономии. Может быть, все-таки что-то хорошее, что вы заметили за эти 1,5 года, все-таки существует. Ведь, наверное, справедливости ради нужно сказать о том, что пенсионеры все-таки им нравится нынешний Башкан, и они говорят о том, что лучше Башкана не было. Мы понимаем, почему они об этом говорят. И понимаем, кто их просит об этом сказать. Да, просит об этом сказать. Но, может быть, и вы, как человек, который систематически критикует, может быть, вы все-таки видите какие-то вещи, какие-то достижения, которых... На грани иронии вопрос. Да. Давайте начнем с того, что населению нравилось и предыдущий Башкан тоже. И мы тоже знаем почему. Да. То есть где-то поехать за бюджетные средства показать концерт, это не совсем то, почему должен нравиться Башкан. Или завершить проект и перерезать ленточки, которые начались при предыдущем Башкане, и сказать, что вот это я сделала, моя команда, это тоже не то, за что можно любить Башкана. И знаете, когда я училась, я не знаю, правда, как сейчас обучают журналистов, когда мой поток пришел на факультет журналистики Молдавского госуниверситета, у нас был такой замечательный педагог Станислав Александрович Орлов, Царство Небесное. Он нам всегда говорил, что журналист всегда должен быть в оппозиции к власти.
Хороший Безусловно. журналист всегда должен быть в оппозиции к власти. Я, например, ну, возможно, что я могу похвалить у Гуцул, если бы даже я захотела. Я не знаю, за что я могу ее похвалить. Я знаю, за что я могу там предъявить ей 3-метровый список того, почему я не считаю, что это башкан, которого заслужили гагаузы, потому что... Окей. А если не 3 метра претензий, а вот прям три главных упрека действующей власти в автономии? Но единственный, В лице Гуцул. вообще единственный упрек, вместите в него и все 3 главных, это то, что это ставленник беглого вора, который управляет Гагаузией. То есть я не знаю, может быть, нас всех считают просто какими-то глупыми людьми, которые верят, даже те избиратели, что она управляет. И меня очень бесконечно умиляет это тоже сарказм, ирония, когда, например, человек, которого я уважаю в достаточной степени, вот, допустим, Александр Тарнавский говорит, что ну мы ее просим, дистанцируйся от Шора, дистанцируйся, будь башканом для гагаузов, но это же нонсенс. Вы То есть, если дистанцируются, ну, все равно они башкан же не просят получится из них. невозможного, ну как она может, в смысле? Какой башкан получится? Ну, Шор, допустим, она дистанцируется. Но это же она невозможно, не я может тут согласна это с Натальей. сделать. Это То есть, невозможно. когда у них был баннер, когда Шор вещал из своих всех социальных В конце концов, каналов, Шор сказал, я выиграл Гагаузию. да, он это сказал Венедиктову, конечно, я разбирала построчно это их 2-часовое интервью на Молдова И Либера. когда Венедиктов сказал, Илон, ну вы же лжете, Илон, ну перестаньте, Это ну не лжите. там, кстати, я могу этим поделиться постом, там действительно шикарный разбор был. А вот в период, когда я еще работала на ЛАФМД, мы писали очень много о том, что мы просто продали Гагаузию. У нас нет башкана. Но не мы, давайте так. Все-таки Знаете, есть смотрите, люди Гагаузии, которые смотрите. не продавали Гагаузию Вот и не подписывались вы, под все этим. люди, которые с нами единомышленники, мы тоже мы, потому что мы живем в Гагаузии. И потому что, когда говорят, что все это 27 гагаузы тысяч. тупые, продажные, с которыми, ну, я не знаю, насколько подлинна эта запись, что это тупые ослы, которыми можно управлять, да. А вы говорите о какой записи? Да, сливали в сеть запись Кузнецова, я не знаю, да. он говорил, что это фейк, что это искусственный интеллект как-то подделал, не знаю. Я почему-то склонна верить к тому, что он мог сказать так, что гагаузы все упрямые, тупые, как ослы. Неважно, когда мы здесь находимся, внутри Гагаузии, мы с вами можем сказать, что мы не они. Но когда на нас смотрят Это да. извне, Да, Это да, да. да. даже из Кишинева, мы все одно. Да. И вот я такая умная Чеботарь, вот вы такая умная Жекова Карамид, и вот Тарнавский, и все еще, мы все мы, Так, и которые как из продали Гагаузию беглому вору, вот что происходит. И когда депутат парламента, понимая, что вот это так, а не иначе, говорит, мы просим башкана дистанцироваться. От кого? От человека, который сказал, что выбирая Гуцул, вы выбираете меня башканом. Именно такой лозунг. Он был, так да. сказал, да, это его прямая речь. Выбирая, голосуя за Евгению Гуцул, Вы вы выбираете выбираете меня и мою команду. Мы это сделали. Как мы можем просить дистанцироваться от кого? Ну, смотрите, вот это разделенное общество, да, одни, это те 27 тысяч, о которых вы говорите, которые поддержали это, проголосовав, да, и дали нам такого башкана с таким шлейфом, израильским сначала, потом московским, и вот есть что есть. Есть другая часть электората, которая не голосовала и которая возмущается, но, как сказал один мой знакомый, пока только на кухнях и у себя в кругу своих единомышленников, в кругу своей семьи, друзей и т.д. и т.т. И то тоже в очень узком кругу люди делают какие-то комментарии тому, что происходит. Что получается? Получается, что в гагаузском обществе есть вот эти два ядра. Одни очень довольны тем, что в Гагаузии наконец-то такой башкан, который приносит, и связь с Шором приносит им возможность каждый месяц получать на карточку какие-то деньги. Это правда, наверное, приятно, семейный бюджет. Ну, наверное, когда это сложно. Но вы очень правильно, как мне кажется, сказали о моральной составляющей по этому вопросу, да? По подкупу и по голосованию за деньги. Но когда мы говорим о том, что мы Гагаузию передали в руки Шору, это действительно дрожь по коже, потому что это то, чего не могло быть никогда и ни при каких условиях.
Сегодня в Гагаузии, вы упомянули тут Кузнецова, но мы помним прошлого Башкана, и как депутаты Народного собрания в прошлом созыве критиковали бывшего Башкана, что жить надо здесь, а не в Кишиневе, что не надо тратить деньги бюджета, ездить куда-то. А у нас первоначально там полкоманды Евгений Гуцул должны были быть из Аргеева. Потом депутаты сторговались или сговорились, я уж не знаю, какое слово правильнее подобрать, но есть несколько приезжих из Кишинева членов исполнительного комитета. То есть Гагаузия настолько отдана в чужие руки, что у меня возникает вопрос, а мы тут, гагаузы, вообще что-то решать еще можем или уже наше время ушло? Я не знаю, Екатерина Федоровна, я смотрела прошлую вашу передачу с Черневым, я вам клянусь, я никогда не думала бы, что я скажу эту фразу, я с ним согласна, потому что во многом Сергей Чернев это не тот идеал депутата, которого бы я хотела видеть в Народном собрании, но я с ним согласна в том, что Гагаузия, наверное, уже докатилась до того, что ей необходимо внешнее управление из Кишинева. Из Кишинева именно нынешней действующей властью. Почему это вызывает такое отторжение у тех, кто посмотрел вашу передачу, и многие посты вот в связи с этим начали появляться. Почему они его за это клюют? А что сейчас с Гагаузией происходит? Она не под внешним управлением? Почему? То есть, сейчас кто Гагаузией управляет? Не мы управляем, Гагаузией управляет, узко говоря, беглый вор-шор, в широком смысле управляет другое государство, вообще другое государство, да? Мы говорим конкретно о Российской Федерации. Вот сейчас Гагаузией управляет Российская Федерация опосредованно. И мы не хотим сделать, чтобы Гагаузией управляла какая-то структура, которая принадлежит Молдове, поскольку Гагаузия неотъемлемая часть Молдовы. А почему так происходит? Вот Я почему не знаю, все-таки эта почему ментальность так происходит. укоренилась, да, что если это Российская Федерация и если это Илон Шор, который связан с Россией, насколько бы он не был беглым, насколько бы он не был осужденным и на сколько лет, даже не важно, но вот это лучше гораздо для Гагаузии, так сочли избиратели. Я не знаю, Екатерина Федоровна, вот эта очарованность тем, что было в Советском Союзе, оно продолжает управлять людьми. Окей, я понимаю, когда оно управляет людьми, которым 60 и больше лет, и я не понимаю, как оно может управлять моими сверстниками. Мне 46 лет, и для меня большая трагедия в том, что мы сверстники, которые считают, что только с Россией Гагаузия может быть сильной, так воспитывают своих детей и внуков, и для меня это большой тревожный факт, потому что мы от этого менталитета, еще на 2-3 поколения вперед пока что не избавимся. Я не знаю, что должно произойти. Но вот я убеждена, что один из зрителей как минимум точно спросил бы, если бы у него была сейчас такая возможность, а что с этим менталитетом не так? Что вы так против? Смотрите, вот слово «против», конечно, я тоже хотела бы объяснить, потому что тоже недавно в комментариях мне какая-то совершенно незнакомая женщина написала, что если вы так ненавидите все российское или все русское, прекратите писать, говорить и думать на русском. Я ей, конечно, очень вежливо ответила в своей манере, что я вашего совета не просила, во-первых. Во-вторых, я не отношусь негативно к России или ко всему русскому. Я прекрасно говорю на русском, я обожаю русский язык, я обожаю русскую литературу. Причем как классиков, так и современников, я их знаю, могу говорить об этом часами. Я вас уверяю, что я гораздо с большим удовольствием бы в этой передаче с вами поговорила именно о творчестве, о литературе, о культуре, чем о том, о чем мы сейчас говорим. Но, коль это актуальнее сейчас, то ладно. И важно мнение таких людей, как вы. Я абсолютно ничего не имею против так называемого советского менталитета, кроме маленького «но». Этой страны нет. Этой страны никогда больше не будет, никогда не будет возврата в то, о чем они грезят. Я не знаю, возможно, им было хорошо в Советском Союзе, возможно, нет, это невозможно, это так и было, это факт, да. Вот старшего возраста мои коллеги и друзья
с которыми мы полуединомышленники, вот они мне всегда говорят: Над, ну вот я бесплатно получила образование, мы бесплатно лечились, нам давали путевки там на курорты, в пионерские лагеря, все это было бесплатно. Мои родители, ну уже этого взрослого человека родители, они знали, что бы с ними ни случилось, их ребенок все равно получит образование, найдет место работы и все. Да, это так и было, и я это никогда не перечеркиваю, не говорю, что вы живете в каких-то, не знаю, в розовых своих фантазиях. Да, это было, но этого нет. Почему мы сейчас должны жить с головой в 60-х годах? Да. У нас есть цитата. Да? Да, давайте. А давайте мы ее, Ирина Авлах, 2 года назад, по-моему, да, высказала вот какую мысль. Давайте мы ее попросим, чтобы Ната прокомментировала. Да, надо будет зачитать. Так. А звучит она следующим образом. Мы непростительно много спорим о прошлом, очень мало мы планируем развитие, а ведь наши сегодняшние решения и действия могут сделать будущее лучше. Сегодня Молдове не меньше, чем финансовая помощь, нужна помощь интеллектуальная и воспитательная. Нам нужно научиться жить в демократии, научиться уважать друг друга и другое мнение, научиться вести цивилизованный диалог, находить компромисс. Знаете, ну прекрасная цитата. Не думала, что мне придется согласиться. Все хорошо сказано, кроме того, что это просто слова и ничего более. Просто слова, просто. А давайте попробуем эти слова перевести в действие. В действие от конкретного человека, который это сказала. Прийти к компромиссу. Насколько удавалось Ирине Влах приходить к компромиссу в бытность ее башканства? С кем? Ну, с народным собранием, как минимум. С депутатом, с примарами, как минимум, потому что мы с Кишиневым, наверное. Но разве мы будем сейчас говорить о том, что настолько очевидно, что не стоит даже времени тратить на это? Но смотрите, мы сейчас разбираем цитату человека, который, как вы сказали, очень правильно сказано. И никто, наверное, не осмелится сказать, что цитата хороша, дел нет. Вот слова есть, дел нет. Ну, а вот смотрите, смысле, а что тут обсуждать? А мы с вами тут говорим и о выборе. То есть, когда человеку предлагается выбор, всегда есть политические лозунги, которые озвучивают те или иные политики. Да, мы говорили сейчас и о Гуцул, и о Шоре, и о том, почему мы получили такую власть, какую получили. Но вот люди читают то, что политики озвучивают, то, что они пишут на красивых баннерах, или фотографии с кем-то они публикуют, чтобы ассоциироваться лучше с тем большим человеком из большого государства. И вот мы верим, вот, что с этим делать. А вот на деле, как вы говорите, да, компромиссов не было, кстати, и связь с прошлым. Надо интеллектуально и что там, у нас очень много, над чем мы должны работать, и это в первую очередь нам нужно работать над, повторю, научиться жить в демократии, научиться уважать друг друга и другое мнение, и нам нужна помощь в интеллектуальная и воспитательная. Как понимать это и как это? Не знаю, как понимать, надо у нее спросить, что она имела в виду, когда... Вы как и не у понимаете? нее, у тех, кто пишет и эти лозунги, потому что это хорошая работа хороших пиар-менеджеров, и то, что Ирина Федоровна умеет прекрасно делать пиар, вернее, ее команда, это, наверное, особо их заслуга, но компромисса между, допустим, Башканатом и примариями его не было. Между Народным собранием и исполкомом его тоже не было. Про то, как себя вела наш бывший Башкан с момента первого срока нынешнего президента, я вообще, то есть я не хочу какую-то хотя бы оценку давать, потому что этот человек сделал все для того, чтобы Гагаузию максимально противопоставить центральной власти. Я не помню ни одного башкана. У всех были какие-то свои собственные огрехи, и, как вы уже заметили, я больше концентрирую свое внимание как раз на том, что не получилось, на том, что на провалах, чем на успехах, потому что я считаю, что, если представитель власти что-то сделал хорошо, я не должна его за это хвалить, потому что это его работа. Он и пришел для того, чтобы что-то сделать хорошо. Вот если он что-то сделал плохо или что-то пообещал и не сделал, вот за это я могу зацепиться и накатать пост. И сказать, что вот почему так или так. Ну, это обязанность четвертой власти журналистов. По поводу обещал и сделал. Мы наверняка понимаем, что вот эти обещания, с которыми выступила Гуцул от имени Шор перед жителями нашей автономии, стали важными для принятия решения теми, кто живет в автономии. Но что мы видим сегодня? Нам был обещан край мечты всем жителям Гагаузии, но мы сегодня видим, что
Гуцул просто ищет возможность для того, чтобы выйти в люди. Реальных дел, которые были обещаны, не происходит. Мы видим, как большое дело преподносится приобретение за счет бюджетных средств грейдера и передача в дар дорожным службам. Или же тот же самый мораторий о приостановлении. Мы ходим просто постоять рядом. И вот сейчас школу 4-ю в Чеддлунге, крышу там закончили, мы ходим постоять, пофотографироваться. Ну, почему люди, замечают ли это люди, реагируют ли на это люди? Я не думаю, что люди это замечают. Что должны люди заметить? Люди не знают, что это сделано на деньги бюджета. В этих Кто материалах, должен об этом говорить? Ну, смотрите, в этих, у нас есть общественное телевидение и радио, мы же много раз в этих мы говорим о том, передачах что его нет общественного. Ну, что делать? Вы говорите уже не один раз, что людям нравится, люди выбирают, люди верят, люди хотят. Это нормальная психология. Если у вас как-то что-то не устраивало в своей жизни, и приходит человек, который говорит, я сделаю так, чтобы ты жил по-другому, и вы захотите, как раз таки второй вопрос. Не сделал. Кто спросит? Кто спросит? Слушайте, какая разница, ты уже запрыгнул в этот поезд, ты едешь, тебе хорошо, тебе вообще все равно, кто остался на перроне. Хорошо. Вот так и действует нынешняя власть. Наталья, ну вот смотрите, были одни обещания, люди к этому как-то относятся, да, то есть вначале поверили, полюбили, и теперь продолжают, кто-то еще любит, но есть, конечно, и разочарованные. Мы в этой студии говорим, что людям нравится правление Гуцул, но есть очень много разочарованных людей. Да, их больше, чем их больше, чем разочарованных, да, больше, чем очарованных, хотела сказать. Но вот эти моменты, о которых говорила Елена Федоровна, разрезание ленточек, пришла лично навестить, пришла лично проэкспертировать, как там крышу построили, правильно ли. Вот честное слово, сидишь и думаешь, ну что Башкан понимает в строительстве крыши? Более того, это сделано за проектные деньги, деньги бюджета, еще раз деньги бюджета на что-то, деньги какой-то примарии, возможно, как частичный взнос, может быть, это деньги грантовые. То есть наши люди, избиратели, которые потом идут на выборы, вот плохая информированность людей, они-то думают, что вот видите, Башкан сделала, но это бюджетные деньги, которые были заложены законом о капитальных инвестициях, и это всего лишь власть местная либо региональная воспользовалась этими деньгами, как положено было, и сделала эту работу. То есть налогоплательщик, который платит деньги, он же потом думает, что за его деньги, ну, коль я выбрала Башкана, уж не важно это кто, как зовут этого Башкана, обязана просто ходить и сделать 56 фотографий. То есть если у того Башкана, мы замечали, под одной какой-то короткой новостью прошла, проинспектировала, помните, у нас Ирина Федоровна на комбайн садилась, колосья, ну, не знаю, там малину, что, клубнику, анализировала, что. Все было красиво. Ну, смотрите, за этим красивым-то дел нет. А вот мы же привели только что цитату, что говорить одно, а теперь надо сопоставлять это с делами. И как только мы понимаем, что под новостью, которая написана о крыше Дома детского творчества или еще о чем-то, деньги бюджета, которые были выделены согласно формулы, которая представлена в законе, который принял Народное собрание Гагаузии. Какая там доля работы Башкана? Никакая абсолютно. Но фраза, которую людям навешивают, да, мы же вам сказали, мы дали слово. Мы обещали, и мы сделали. Мы обещали, и мы сделали. Да. Видите, это главный лозунг, который должен сесть, ну, я не знаю, там не сесть, но лечь на уши избирателей. Да. Но он и ложится прекрасно, мы же это видим уже 1,5 года. Так как этому противостоять? Я как сделать так, чтобы наши люди читали между строк, чтобы наши люди понимали, что вам, когда обещали, вы посмотрите, из каких средств это. То есть Шор вам передает деньги из России, это передает вор, который своровал, и это доказано. Здесь Гуцул хвастается, что она это сделала. Мы обещали, мы это сделали, но из обещанного Шором почти ничего не сделано. Александр Григорьевич у нас в передаче, он сказал о том, что из всех тех программ, обещаний, он вывел 19 самых важных пунктов, из этих 19 выполнены только 2. Но я хочу вот к такой мысли свести наш разговор, нашу дискуссию. Вот то напряжение, которое растет в нашем обществе и искусственно создавалось, и Ирина Евлак, создается сейчас Гуцул, который руководит Шор, оно приводит к тому, что люди, которые в нашем гагаузском обществе имеют иные взгляды на какие-то вещи, их не то что не принимают, появляются комментарии, ну, какие-то язвительные, появляются какие-то угрозы. Как это объяснить? Что это такое?
Ну, это как раз Лен, неприятие. Это как раз, когда человек говорит, нам надо научиться другого Но это же слышать, принимать искусственно, да. мнение, а на самом деле мы не хотим слышать. Нет вот этого захотеть, этого нет. И они этим пользуются. И я не знаю, что должно случиться в обществе. У нас, во-первых, степень медиаграмотности среди взрослого населения, по-моему, катастрофически Произнесите низкая. еще раз это слово, Медиаграмотность. пожалуйста. Медиаграмотность. Для меня это Надо слово всем. Да и экономическая нормальное. грамотность, которая вот предшествовала предыдущему ответу на вопрос. Для вернее, меня, ваш. ну, экономическая грамотность, все-таки, знаете, это надо уже обладать какой-то более на одну ступень выше осознанностью, чтобы понимать, как распределяется бюджет, как он вообще формируется. Этому надо учить, наверное, Это, и в школе, чтобы Ну, молодой смотрите, человек я училась понимал. экспериментально, вот наш поток, вообще мои ровесники. У нас была экономика в 11 классе, по-моему, один семестр в лицее. Я не знаю, правда. Это был факультатив в вашем лицее? По-моему, я не, Да. ну, то есть я не могу сказать, что мы вышли Факультатив. какими-то вот подростками, подготовленными к взрослой жизни, что я имела понимание, как управлять бюджетом, как вообще распределять. То есть и этих знаний нет. Я не знаю, кто будет учить простое население основам экономической грамотности. Это вообще запредельная фантастика. Ну да. Для меня сейчас просто Медиаграмотность. хотелось бы, да, чтобы они хотя бы фильтровали тот продукт, который потребляют, что вот читая новости, прежде чем сделать репост или переслать всем своим родственникам в Вайбере, в WhatsApp, человек подумал, господи, зачем я это делаю, а это так ли на самом деле, потому что фейков просто вот запружены все социальные сети фейками, в том числе о чем? О том, как нам помогает Россия, о том, какой Шор молодец, о том, как вообще здорово все, как Ирина Федоровна и сейчас еще вот Николай, как они будут заботиться друг друга. Знаете, о вы нас. говорите о том, что появляется очень много фейков. На самом деле очень много унизительных видео появляется в последнее время в Фейсбуке, героями которых То становятся пожилые люди. вообще- И людей используют. Вот Это- я это же- хотела бы, мы намеренно решили с Леной Федоровной, что мы не будем это видео показывать, потому что действительно очень унизительное, но я о нем скажу, и давайте вы скажите и вы свою точку зрения. Речь о видео, кто хочет, уважаемые друзья, кто смотрит нашу дискуссию, вы можете найти в интернете, на страницах Facebook, в разных группах, типичная Гагаузия, еще не знаю, где-то там, везде она есть. Видео, Ну, может где быть, и стоило бы 82 показать. Никто не будет специально искать это видео, они не поймут, о чем речь, потому что это вопиющий случай на самом деле. Это не унизительно только Вы для понимаете, семьи. о чем я говорю, да? Конечно, Это я 82 видела, да, года женщине, да. которая говорит Да. о том, что мы благодарны Шору, я готова была бы помыть ему ноги, выпить Воду, да. воду. И это просто Судя ужасное по- унижение. Я хочу говорить о том, какие политики стоят по эту сторону экрана. Потому что те люди, которые протянули микрофон этой женщине, которые объяснили ей, как и что надо сказать, а это очевидно. Потому что возраст 82-летней женщины, которой пришлось пришлось пройти через те трагедийные Как раз жизни. хотела сказать, она ведь и голод пережила. И голод пережила. И депортации период пережила. И вот, чтобы этот человек вот так сказала, это вот Не почему знаю. на такие почему такими унизительными видео, которые унижают человека, целый народ, почему политики, если их так можно назвать, Идут и те, на это. которые, и те молодые люди, которым дают задание, и они идут на такое редакционное задание, скажем, делают это интервью, почему нет вот этого, я не знаю, какой-то моральной ответственности? Мы хотели сегодня говорить и об ответственности человека. То есть, что мы делаем только для того, чтобы один политик выиграл, мы не знаем, ну, мы догадываемся, кто заказчик этих видео, но только для того, чтобы один политик выиграл, надо вот так унизить всех вот так. Я не знаю, чем они руководствовались, и когда Чем я это чревато? посмотрела это видео, я подумала о том, что я очень эмоциональный человек, я буду плакать, я подумала о том, что если бы я увидела свою бабушку вот в этом видео или свою маму, я бы, ну не знаю, упала бы в ноги, спросила: мамулечка, моя любимая, Господи, неужели тебе действительно сейчас так плохо, что ты можешь вот говорить, что ты готова кому-то мыть ноги и пить воду? Я уверена, что она даже не знает, кто такой Шор. Я уверена, что она, ну вот эта бабулечка, она не знает, что это за человек. И ну, не то, что она на себе не отдает отчет. Наверное, отдает отчет, потому что она могла бы и не согласиться в этом участвовать. Но я думаю, что она действительно искренне верит, что этот
тот человек, спаситель, который придет и спасет гагаузов, потому что эту идею они распространяют, и они ее культивируют, и они ее взращивают, и люди, к сожалению, почему-то в это верят. У меня не осталось каких-то моральных сил говорить, что нельзя абсолютно любой лжи верить и принимать за чистую монету, потому что ты не увидишь этих результатов, понимаете? Но посмотрите, о чем мы можем говорить, если у нас уже который Башкан, третья, по-моему, избирательная кампания замешана была на том, что построить в Чедерлунге аэропорт. То есть, хорошо, со времен Формузала мы ее не будем, допустим, придавать какой-то там через мясорубку проводить, потому что тогда действительно встал вопрос, почему бы не реанимировать. Действительно, приехали люди, посмотрели, сказали, что вот так и так. Да, то есть тогда, когда он говорил, что мы его возобновим, его работу, или сделаем хотя бы какой-то там, это было действительно обещание, которое, я уверена, реализовалось бы, если бы инвестор, который сюда приехал, увидел, что ему есть во что вкладывать деньги, и он это готов сделать. С тех пор, как сказали, что эта идея не рабочая, почему? Ее ярче и ярче представляли. Почему гагаузы еще 8 лет с Ириной Влах и еще один срок с Гуцул Шором продолжают в это верить. Продолжают верить в аэропорт, который не будет никогда построен, во всяком случае, в Чедерлунге. Потому что красивая картинка, красивое видео, о чем мы сворованное говорим? где-то, было запущено для всех. И что, получается, вы же психолог в том числе. И меня нельзя назвать психологом, потому что у меня нет... вы изучаете это глубоко, да, объясните, я арт-терапевт, как это объяснить? близко, это направление психологии. Как объяснить это? Почему я не знаю, это, тотальная... наверное, Пушкин еще объяснил. Обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Я не знаю почему. Я не знаю, почему люди готовы в это верить. И, знаете, у меня нет к ним ни ненависти, у меня нет к ним презрения, у меня нет к ним абсолютно никакой злобы. То есть... как психолог, когда я пишу свои какие-то комментарии, я понимаю, что человек читает мои буквы на том уровне интонации, на каком он это воспринимает. То есть для кого-то я кричу, для кого-то я наезжаю, для кого-то я оскорбляю. Нет, абсолютно спокойно. Я давным-давно приняла то, что я не могу ничего сделать ради того, чтобы все жители Гагаузии завтра проснулись просветленными. Я это осознаю, это понимаю. Никто не может это делать. Да, но я всегда оставляю хоть вот такую вот возможность, что если один человек прочтет мой пост, второй человек, третий человек. Так это же главное. Да, и поэтому в том числе и это тоже, почему я не перестаю это делать. Но мы видим, что этого недостаточно, потому что у нас основная масса все равно считает, что Гуцул хороший Башкан. Я не знаю, где-то говорили, что она юрист, я не знаю, насколько она компетентна в своей вот этой вот сфере. Может быть, она бы пошла, например, в Народное собрание, и, может, она начала бы писать законы, не знаю, может быть, Бог его знает. Фантазируете? Фантазирую, конечно, то есть, когда у человека нет другого способа примириться с реальностью, начинаешь использовать иронию, сарказм, начинаешь использовать какие-то другие защитные механизмы, чтобы у тебя не взорвалась голова, потому что ты иногда не можешь просто, не то что спокойно, а вообще воспринимать то, что происходит. И знаете, что мне досадно? У нас бесконечное количество власти, сколько бы ни менялось, все политики всегда очень хорошо ездят на одном коньке, язык русский, да? Вот опять же, про русский язык. И гагаузский. Гагаузский — это для меня больная тема, потому что... мы успеем и о ней быстро. Хорошо, про гагаузский мы поговорим. Вот про русский язык. Вы знаете, на что никогда никто не то что не обращает внимания, а как будто этого нет. Вот у нас все чиновники, допустим, сейчас, по-моему, мне кажется, что это один из самых молодых составов парламента, да? Депутаты, которым примерно как я, 30-40-летние люди, моего возраста. То есть это уже не те люди, которые выросли в СССР, потому что я не выросла в СССР. Когда мне говорят, что тебе Советский Союз дал путевку в жизнь, поставил тебя на ноги, дал образование. Нет, дорогие мои, мне образование дала Республика Молдова, моя независимая родина. Я училась бесплатно. Я никогда не стесняюсь сказать, что у меня семья достаточно была, скажем так,
бедненькая. Как очень много-много семей. Да, особенно это были 90-е годы, когда вообще все накопления, которые у людей были, они просто сгорели. И, ну, например, если какие-то другие родители могли своим детям обеспечить платное образование, я понимала с самого начала, что если я не поступлю на бюджет, у меня не будет другой возможности, кроме как вот идти работать, переждать и потом поступать, потому что мои родители за меня не смогут заплатить. Но благодаря тому, что, не знаю, мозгам, не знаю, в общем, я училась бесплатно, я в общежитии жила бесплатно. То есть все те привилегии, которые сейчас они приводят, восхваляя СССР, мне дала Молдова. И люди, которые сейчас сидят в парламенте, депутаты, чиновники, многие в управлениях, имею в виду центральных именно, не гагаузских, они дети не СССР. Мы были рождены, да, вот я 78-го года, кто-то там уже до распада. Но по факту это не дети Советского Союза, но они все говорят на русском языке. Они говорят все на русском. Их никто не заставлял. Они живут в стране, в которой понимают, что они будут работать, взаимодействовать с людьми, с которыми им придется говорить на русском, и они говорят на русском. Абсолютно все. Ну, например, Даниил Воду вообще шикарно говорит по-русски. Вы говорите о Пресс-секретаре да, президента, да? Не, да. не президента, Речана. Да. И вот почему это никто никогда не оценивает. Эти люди вообще не обязаны говорить на русском, вообще. Вы Никогда. знаете, очень часто, Они могут говорить в своей стране на том языке, на котором им удобно говорить, и вообще с вами не коммуницировать на русском. Но когда ты попробуй любого русскоязычного, спроси, почему ты не говоришь на румынском или на молдавском, кому как нравится, какой начинается. агрессивный будет ответ. Да, почему? А почему это происходит, как вы думаете? Ну, я думаю, что это внутренняя культура, потому что, знаете, вот был в моей жизни период, когда мне приходилось после развода вот менять местоположение. Я жила в Кишиневе, я общалась с людьми разных возрастов, в силу работы в том числе, и проживание было в разных местах, то есть мне приходилось жить с людьми. Люди в 80-х, 84-й, 85-й год, они, даже русский язык у них 1 час в неделю. В школе был, в школе, неделю, да. Но даже этого уровня достаточно, чтобы вот девушка, с которой я снимала квартиру, чтобы она работала в главной налоговой инспекции, и она могла коммуницировать с людьми, которые к ней придут. То есть, понимаете, этот человек сам осознает, что ему этот язык нужен, и он его учит. А мы до сих пор готовы, ну, мы, это опять общее, я румынский знаю, у меня с ним нет проблем. Откуда вы знаете румынский? Учила в лицее и больше никогда. То есть это вот такая феноменальная Но вы очень какая-то хорошо способность владеете языка. румынским языком, насколько Ну, я думаю, что для носителей я не очень хорошо владею, но для любого жителя Гагаузии, думаю, что да, вот эту неплохо. мысль завершите, пожалуйста. То есть вы имеете в виду, что мы закрыты к тому, чтобы понять, признать Я и имею в принять, виду, что надо знаете, учить? да, я имею в виду то, что эти люди, вот о которых я говорю, о чиновниках, о депутатах, которые, приезжая к нам сюда, говорят с нами на русском, потому что мы его понимаем, они не ставят себе это в заслугу. Для них это естественно, что если я приехала в регион, где меня не поймут на румынском, я поговорю на русском. А когда наш гагауз едет куда-то, даже в ту больницу, или вдруг, ну, бывает, что вот доктор или кто-то не может... Ну, разные могут Ну, да, быть, всякие бывают Кто-то ситуации. может говорить на русском. И вот кто-то если нет. только ты упрекнешь его в незнании государственного языка, то все, из этого опять сделается политика, из этого опять сделается шоу. Есть, опять же, вот мы заговорили про эту бабушку с водой, есть видео, есть другое видео, где наш известный тоже товарищ Бессараб или Басараб, это видео тоже... с налоговой... Да. Там. То есть ничего там такого нет. Пожалуйста, ты зайди хотя бы скажи это Боназио, это и это сейчас уже... выгодно, потому что на это можно делать какие-то политические дивиденды, ставя в упрек, как минимум, Для власти. политиков это дивиденды, а люди не понимают. Мы часто говорим о том, что мы, Жарче гагаузы, руками живем в разговаривать. Молдове. Мы хотим, чтобы государственный язык молдавский, румынский, мы хотим, чтобы
основное население выучило русский язык для того, чтобы общаться с нами, а мы не хотим выучить государственный язык для того, чтобы жить и сосуществовать в нашем мы гагаузы, общем и мы обществе. русскоязычные, русскоговорящие люди, жители севера Молдовы, мы хотим, чтобы с нами всегда говорили на русском. И мы, нас не волнует, каким образом будут эти люди, которые даже не носители, у них нет никаких родственников в русскоязычных, каким образом они выучат русский и почему они обязаны это сделать, потому что, по-моему, даже сейчас русский язык не является третьим государственным. По-моему. Не является, нет. Ну, то есть переход. мысль, которую я хочу, чтобы просто люди поняли, я хочу, чтобы это происходило изнутри, чтобы это происходило не от сопротивления, а от любви. То есть, захоти ты полюбить этот язык, какая тебе разница? Ты можешь просто Это язык сказать... страны, в которой мы живем. Да, Но, конечно. значит, сначала нужно полюбить страну, в которой ты живешь. Да, Вам не наверное. кажется, что мы не любим страну, в которой мы живем? Захоти, Опять же, захотеть. это Давайте мы. поговорим Да, о вашем захотеть говорить на гагаузском. Смотрите, сейчас у меня первое слово выскочило бини. Bine. Bine. Da, izle. Isle, Haydi, Lafidelim Lafidelim Gagavuşa. Gagavuşa. Siz yazıysınız Gagavuzlar için. Da. Hem de çok işleri benim hesabıma göre pek gençten açıklıyorsunuz onları, hangi başkası hiç girmerdi o temalara. İnceli gözle bakırsınız Gagavuzların kültürasına, yemeklerine, yaşamasına, historiyasına. Niçin NATO laf etmiyor Gagavuşa? Ben işitmiyorum. НАТО Лафидер Гагауши и да, маму Илан. Ничего себе. Всё. Это у меня такой квест, такой вызов, который я сама себе поставила хотя бы 15 минут в день, каждый день говорить с мамой только на гагаузском. Мы так договорились, и у меня, в силу того, что много языков в голове, это очень сложный процесс, когда я начинаю с мамой говорить на гагаузском, у меня сначала возникает, вот что удивительно, у меня сначала возникает румынский вариант, потом английский вариант, потом русский, и только потом я его подвожу к тому, что я должна сказать ей на гагаузском, и для меня это очень сложно. А почему сложно? А в семье не говорили на гагаузском? Да, То есть сейчас у нас история такая, что с детства все хотели, потому что все верили в Советский Союз, и отец, у него было очень тяжелое детство, им приходилось работать много, потому что они рано остались без родителей, то есть у него не было возможности учиться, и он всегда мечтал, чтобы у меня было то, чего не было у него, он хотел, чтобы я выучилась, желание родителей, чтобы я уехала отсюда, чтобы я непременно поступала в МГУ, а для этого мне нужен русский язык, и в семье было постановлено раз и навсегда говорить со мной исключительно на русском. Вот это была такая семейная политика, скажем так. Вот, и поэтому только благодаря моей бабушке, которая вот главная героиня, вот все мои 3 книжки, все мои рассказы, все мои очерки, так или иначе в них всегда упомянута бабушка, Маля, мы так ее называли. Только благодаря ей во мне, хотя бы какие-то зерна там были посеяны, прорастали они, правда, долго, потому что в лицее у нас гагаузский язык был всего 1 год, и это был тот год, когда, вы знаете, не было ни учебника, вообще ничего не было. Мы писали правила в тетрадочках, учительница приходила к нам со своим конспектом, и мы как могли выкручивались. У нас были какие-то пособия турецкого языка, которые не были гагаузским языком. Я всегда говорила, что я не хочу учить турецкий, давайте будем учить гагаузский, а другого нет ничего. И не смейтесь только, у меня было 10 по гагаузскому, потому что мы учили стихотворения, мы их рассказывали наизусть, и мы читали тексты, да, мы их пересказывали. И просто из-за того, что у меня неплохая склонность к языкам, естественно, прочитать текст и его пересказать для меня и память сложно. хорошая. Да. Да, но Ната, мне очень понравилась формула, которую вы предложили. Вот представьте себе, что те жители Гагаузии, которые не знают гагаузский язык, сами и со своими детьми хотя бы 15 минут каждый день говорят на гагаузском языке. И мы, жители Гагаузии, кто не владеет государственным языком в должной мере, тоже по 15 минут говорит на румынском языке, мы продвинемся в любви к своей автономии и в любви к своей родине. А это очень многое значит для того, чтобы строить ее хорошее будущее. Елена Федоровна, я была бы лицемерна, если бы сказала, что я не могу это сказать для других, что это рабочая формула, потому что эта формула не работает с моим сыном, например. То есть я не могу учить кого-то, как поступать, покуда я сама в этом не преуспела. Вот мой ребенок не хочет говорить на гагаузском, хоть я
уже принципиально, уже даже иногда через смешок начинаю ему что-то говорить на гагаузском, он так смотрит, типа, мам, типа, в тебя что-то вселилось, типа, вернись, где моя мама, или что-то в этом роде. Ну, наверное, у каждого свой срок до этого дойти. Ну, не знаю. Интересная мысль, у каждого свой срок до этого Да. дойти. А каков срок у гагаузского языка, на котором не говорят власти автономии, не ведут работу, ради которой они избираются? У нас вывеска управления образованием, мы об этом бесконечно много говорим, и не только мы, по-прежнему только большими буквами на русском языке и на гагаузском, не написано на этом огромном здании. У нас власть приходит для того, чтобы обещать вот крикливо то, что они напишут на своих баннерах и скажут в программах и на встречах обещают людям. А все упирается в то, что Гагаузия может, как некоторые наши гости сказали, закончиться тогда, когда закончится Ну, закончится число людей, которые говорят на этом языке. да, к сожалению, это так, с этим тоже сложно поспорить. И то, что ЮНЕСКО признала наш язык вымирающим, у Но которого... мы тогда возмущались, я в том числе. Я считала, что он не вымирает. Но мы можем возмущаться сколько угодно, но если ничего не меняется, какой толк в этих возмущениях? Но мы даже не Просто- можем повлиять на то, чтобы изменилось. Ну, смотрите, получается. дело в том, что, опять же, это должен быть внутренний выбор. Я не считаю себя настолько виноватой в том, что, допустим, не говорю со своим ребенком на гагаузском и не могу преодолеть его сопротивление, потому что, ну, это моя, допустим, неудача как матери и сына вот в этом плане, да. Вот это мой личный промах, за который я несу ответственность. Но я не могу отвечать за управление региона, ну, управление, скажем, и культуры, и образования, и всей исполнительной власти, которая вообще за 30 лет не сделала, ладно, аннулируем слово вообще, что-то сделано было, да, но которая не делает, не предпринимает таких мер, чтобы действительно мы не только говорили, давайте возрождать, но чтобы что-то начало возрождаться, потому что, знаете, вот спектакли на гагаузском языке, которые, кстати, до сих пор бесплатны, вот по вашему этому закону, но их же посещает мизерное количество людей. Почему так? Не знаю. Почему в садиках у меня уже давным-давно не было детей, которые ходят в садик, но я знаю, в Фейсбуке постоянно мелькают публикации наших городских детсадов. Я вижу, что там проводят всякие мероприятия на гагаузском языке, на Но румынском. это тоже, извините, так как вы говорите, учили стихи, читали тексты, но дети не общаются на гагаузском, Да, то есть вот запомнить текст могут. Организовать мероприятие на гагаузском, это тоже сегодня мы видим могут, но нет общения с детьми на гагаузском, потому что власть не общается на гагаузском. Все управления свою работу ведут только на русском языке. Я бы сказала, что если мы сейчас будем начинать говорить о том, что мы как народ имеем право обязательно говорить на русском, мы будем точно так же приравнены не работает, к националистам, которые просто любых инакомыслящих хотят выдворить. Потому что когда этот представленный Шором исполком не смог пройти лингвистическую комиссию, они на что делали упор? Ну типа дайте нам год или дайте нам полгода, мы выучим. Ничего ты не выучишь. Тут 30 лет люди живут, которые не могут выучить свой язык, а ты придешь ради того, чтобы посидеть 4 года в кресле но прошло члена 1,5 исполкома. года, как они работают, и да. мы еще не слышали, Да, что мы начальник не- управления образования хоть одну речь свою сказала на Но гагаузском мы языке, не как услышим, минимум. потому что они его не знают, они не знают этот язык. Тогда это все, вот Филькина грамота, Да. все, что мы говорим, все, что в автономии мы продвигаем гагаузский язык, мы работаем, Если будет мероприятия организовываем. искреннее понимание и искреннее желание продвигать гагаузский язык в первую очередь у власти, да? Я думаю, Но что если вообще- и есть это желание, то оно только на бумаге. И все эти 30 лет, наверное, это были Гагаузский лишь язык призывы. обречен? Я думаю, что в принципе мы должны прийти к тому, чтобы в исполнительной и законодательной власти люди все-таки обладали способностью связно говорить на гагаузском языке. Так, об этом говорим с 18 года. Но- активно. Закон о расширении Но сферы применения что-то гагаузского пошло не языка. так.
да, что-то пошло не так. И оно Надо до сих разобраться, что и оно идет до сих пор не так. идет не так. И я не знаю, как, вот честно, мне нет Последнее, ответа. мы переходим рамки времени нашей дискуссии, но мы не можем не поговорить. Неприятная история, но она тоже случилась в Фейсбуке. Мы сейчас говорим о том, что вы активно комментируете, сегодня говорили в дискуссии, вы активно комментируете то, что происходит в автономии, и агрессии, к сожалению, они в обществе имеют место быть, и напряжение общества, разнополярность, я за этих, я за тех, мне не нравится мнение, закройте. Давайте мы попросим нашего режиссера выдать на экран вот этот скрин, который делали вы, Ната, после вашей публикации. Мы говорим об угрозах, и очень хочется поговорить об этом коротко, но чтобы каждый понимал, что неприемлемо в нормальном демократическом государстве, где есть законы, которые говорят о правах, обязанностях и ответственностях, надо уважать мнение других людей, даже, как я сказала в начале этого выпуска, если оно никак не сходится с вашим личным собственным мнением. Давайте посмотрим на этот, мне кажется, ужасный комментарий. Зачитывать его будем, не будем? Давайте мы не будем зачитывать. Вы выводили красным только я подчеркнула несколько... самое важное, что мне показалось таким вопиющим, недопустимым языком ненависти, агрессии. Это то, что, в принципе, ты, будь хотя бы процентов на 15 осознанным человеком, ты не можешь себе позволить. Тем более я даже не знаю, кто это. Я не знаю этого человека. Мне уже потом в комментариях начали писать, в личных сообщениях рассказали, что человек был депутатом Народного собрания и имеет отношение к искусству, к творчеству. Это тем более непонятно, как человек может так агрессировать по отношению к людям, которых он не знает. Я, правда, до сих пор не знаю, это было адресовано мне или администратору группы, но я знаю, что Ната все-таки написала заявление в полицию, и я думаю, что все-таки до этого... Пост был ваш. Пост был под мой. Вашим постом был комментарий. Да, но ваш пост был под... Ната Кирилловская написала статью, под этой статьей был ваш комментарий, а угрозы появились уже под вашим комментарием. Мы не знаем, кому, потому что обычно, когда ты хочешь ответить конкретно человеку, ты его тегаешь в этом. То есть, если бы он написал «Ната Чеботарь, ты вот и далее», или «Ната Кирилловская», то я бы поняла, что кому-то из нас... Вот именно поэтому давайте и обсудим это. Запрячьте свои ядовитые языки, потому что их у вас вырвут с корнем. За предательство своего народа, родных и близких каждый ответит. Да. Вот как вообще к этим, то есть неважно, к кому относится это, но это явно угроза, явно комментарии с непозволительной, вообще с агрессией, которая непозволительна в нормальном цивилизованном обществе для общения между людьми, даже если это социальные сети. Ваше отношение к этому? Ну, я уже написала в своем посте свое отношение, что как бы... Вы боитесь? Нет, это было, знаете... Как восприняли эту угрозу? Я попросила моих друзей на всякий случай заскринить этот комментарий и просто запомнить, что вот такое было, потому что это ведь не единственное, что пишут мой адрес. У меня периодически в личных сообщениях бывают вещи, которые, пострашнее, они потом, правда, удаляются вместе с перепиской, не знаю. То есть не то, чтобы я испугалась, и я это сделала по одной простой причине, что вот, допустим, со мной что-то произойдет, и чтобы компетентные органы имели направление ветра, чтобы они могли смотреть, чтобы они сказали, что ой, это реально несчастный случай, я не знаю. Вот я связываю это с тем, что мне обещали вырвать язык с корнем, я не знаю, что произойдет. Эта история, кстати, длится, она же ведь не сейчас, еще со времен работы в ЛАФ-МД мы же все получали, вот вся редакция периодически по нескольку раз в неделю получала то ли какие-то... Угрозы? Не угрозы, какие-то такие неприятные комментарии, когда тебя оскорбляли, что-то не... говорили что-то неприемлемо, и просто дедосили, у нас просто летал сайт. То есть нам приходилось постоянно его восстанавливать. Такое существует у нас. Почему? Потому что им не нравится, когда кто-то говорит какую-то иную точку зрения. Да, высказывает. Но это же нормально, иметь свою точку зрения. Конечно. Наше общество ненормальное. Я бы так не сказала, потому что мы тоже часть этого общества. Конечно, мы все нормальные, конечно, мы все имеем
право на ошибки, но я бы хотела, чтобы люди не забывали, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. А у нас это где-то вот теряется в плане вот морали, в плане какой-то ответственности, что ли, за свои слова. Я думаю, что, может быть, как мне характеризовали это человека, что он немножко странный, он очень добрый, он милейший. Вот он, может быть, написал и сам не знает, что творит, но типа он вам ничего не сделает, не бойтесь, как бы мы ручаемся. Но мне все равно, что он хороший. Может быть, я знаю, знаете, извините, хороших людей, которые могут кошку пнуть. А для меня это уже не хороший человек. То есть, если ты можешь причинить зло существу, которое тебе не ответит, ты не хороший человек, у тебя что-то не так с моралью, с внутренней. То есть, если ты можешь обозвать человека, которого вообще в жизни никогда не видел, каким-то мерзким словом, ты тоже не очень хороший человек, потому что это только ты так про него думаешь, но это не характеризует его, это характеризует тебя, потому что вот твой уровень осознанности только так позволяет думать о другом человеке. Ну, а Чья у нас... мысль мыслителя? Скажи мне что-нибудь о других, и я расскажу о тебе. Ну, да, примерно в этом роде что-то. То есть я как раз хотела эту мысль и пояснить, что человек может адекватно в его восприятии рассуждать только о том, что он сам очень хорошо понимает. А то, что он не понимает, он об этом не способен рассуждать, он не способен это принять, он не способен это как-то хотя бы переварить. Потому у нас большая проблема с вот этим обществом, которое до сих пор считает, что вот только возврат в СССР или влитие в большую, вновь созданную Российскую империю может спасти гагаузов, вот, покуда они не способны мыслить в рамках вот этой вот идеологии, они не воспримут ничего из того, что говорю я, говорите вы, говорит кто угодно другой. Мы не можем даже их в этом винить, они не в состоянии, они не способны. Это не значит, что они плохие или хорошие, или мы лучше, или мы умнее. Это трагедия общества, это трагедия целой социальной прослойки, которая, к сожалению, не живет в сегодняшнем дне. Но именно тем своим непониманием она формирует и сегодняшний, и завтрашний день. И вот эта трагедия, с которой у меня нет ответа, что с этим делать, понимаете? Я обыватель. Чаще всего, вот с тех пор, как я уволилась, даже в любых своих постах я всегда пишу, что я рассуждаю с точки зрения обывателя. Я не аналитик, я не какой-то эксперт, я не претендую. Я имею право рассуждать больше как гражданин, как человек, который 20 лет варится в политике гагаузской и молдавской, знает об этом. Но я всегда ставлю себя на место той вот бабушки, которая может помыть ноги и выпить воду. Вот я ставлю себя рядом с ней, и я понимаю, что вот эта идеологическая пропасть, которая между нами, я не знаю, чем ее заполнить, у меня нет ответа. Я не знаю, что должна сделать власть, чтобы эта пропасть как-то... Я где-то написала в одном посте, к сожалению, это звучит страшно, что естественная убыль может решить этот вопрос. В социологии есть такой термин, это не оскорбление, это да, но меня волнует не старое поколение, меня волнуют дети, которые их воспитывают, вот мои сверстники, потому что они приходят на смену с такой же идеологией. Что с этим делать, я не знаю. И нас всех должна волновать страна, в которой мы живем, и автономия, конечно, за которую мы должны родить. Гагаузия — это Молдова. Безусловно. Да, вот по поводу Молдовы как раз-таки вот последний, наверное, наш вопрос. Как вы относитесь к тому, что в социальных сетях, некоторые политики, в некоторых статьях можно увидеть, как нашу страну Молдову называют Молдавией? Ну, смотрите, когда-то я тоже употребляла это слово. Мне кажется, что в первых где-то моих книжках есть вот это вот Молдавия. Это опять же отголоски того бывшего советского прошлого. Я сейчас принципиально называю эту нашу страну Молдова. Но она, я по из сути, Молдовы. так называется. Я говорю на румынском, я пишу на румынском, я читаю на румынском. Я считаю, что есть, ну вот у Белоруссии право просить или требовать, чтобы ее называли более не Белоруссия, а Беларусь. И человек, который хочет говорить об этой стране, который хочет показать свое уважение, он принимает это правило. И когда Украина говорит, что вот нам приятно, или мы вот хотели бы, чтобы говорили в Украине, мне не сложно.
Но есть, например, наши политики, которые принципиально до сих пор говорят на Украине. Но вот если им приятно в Украине, мне не сложно. Я хочу, чтобы они не видели Это знак враждебность. уважения. Конечно. Это внутренний, опять же, выбор. Это твое просто отношение к готовности вот пойти навстречу, если даже так сказать. Спасибо, Наталья. Спасибо. Мы смотрим на часы, понимаем, что мы ушли за рамки определенного нашего эфира. Спасибо большое. Мы не затрагивали, конечно, вы несколько раз сегодня в этой студии говорили о пророссийском направлении, которое есть в Гагаузии, и о том, как это сказывается, возможно, на мнении людей, которые принимает решения за автономию, за страну. Мы совсем не говорили об европейскости, у нас нет времени, но вы сказали, я не адвокат европейского вектора развития страны и Европы вообще. Но давайте оставим это на другую передачу. Я могу им быть, но как бы это не моя задача. То есть, да, я вижу преимущества, я вижу какие-то минусы. Во всем есть две стороны медали, мы всегда адекватно должны это воспринимать. Просто кто-то может это воспринять адекватно, а кто-то не хочет. Вот. Заметьте, я не говорю не может, не хочет. Да. Я знаю, что все возможно, если только захотеть. И то, что делала... Захотите. Да, совершенно верно. Не знаю. Давайте на этом завершим сегодняшнюю дискуссию. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайки, если эти дискуссии вам нравятся. Поделитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал. Мы на самом деле будем признательны, если вы поможете нам расширить нашу аудиторию. Пусть единомышленников будет больше. Тех единомышленников, которые следят за дискуссиями в студии единомышленников. Захотите, и тогда нас на самом деле будет больше. Так сказала Ната Чеботарь. Давайте попробуем все захотеть. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.